На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. На Химкраде запустили производство нанокомпозитных покрытий. Объемы вот этого раствора будут необходимы в нашей стране. Для какой отрасли сейчас не страшна коррозия? Уникальное производство увидела Лейсан Сабирова. Невралгия против язвы. Не было никаких анализов, рентгена, ничего. Неполная диагностика и ложные сведения о конфликте между пациентами и частной клиникой у Альбины Минибаевой. Капитальный ремонт казанских поликлиник. Ходим туда, куда просят уж подойти. Какие концептуальные изменения ждут первичное звено здравоохранения, узнал Салават Мухаммадуллин. Когда поэт – невольник кражи. Авторство почему-то за детьми какими-то. Почему стих казанского поэта гуляет по стране не под его именем, узнал Рамиль Шайдуллин. Полное покрытие рынка. Сегодня в технополисе Химград запустили производство нанокомпозитных растворов. Рожденная и протестированная в Кремниевой долине прорывная технология обосновалась в Татарстане после поездки Рустама Минниханова в США. Инновации на деле оценила Лейсан Сабирова. При проходе в производственный блок все одеваются в специальную одежду. Это нужно не для защиты себя, нужно для защиты производства. Здесь установлена 9-я степень очистки воздуха. Ведь здесь проходят особые химические процессы. Гидролиз сетчатых силанов. Говоря простым языком, разложение гидрида кремния под воздействием воды. Дальше вводятся акриловые полимеры и наночастицы. И так в 4 этапа получается нанораствор. Дальше идет процесс введения фотоинициаторов. За этим процессом можно наблюдать только в специальных очках. Технология пришла из-за океана, разрабатывалась и тестировалась в Кремниевой долине российскими умами. Используемые сейчас антикоррозионные защитные покрытия имеют в составе 6-валентный хром. Это грозит онкологии, а полимерные изделия разлагаются под ультрафиолетом. Баланс найден. Стойкость к износу наших материалов в 5-10 раз выше в зависимости от того, на чем они. Как диэлектрик, наши материалы могут быть нанесены в очень тонком слое. Мостовые конструкции, памятники, любой материал. В Химграде будут производить 30 тысяч литров нанокомпозитного раствора. Сегодня эта мощность закрепить и приумножить на первом этапе производители инвестируют $2,5 миллиона. Дальше планируют покрыть весь спрос рынка. Я уверен, что и 10, и 100 раз объемы вот этого раствора будут необходимы в нашей стране. И мы, как пилотные в Татарстане, вот этот путь должны пройти. Это совместный с Роснано-проект. О сотрудничестве с Татарстаном в ветроэнергетике говорят на совещании. Здесь в республике один из самых продвинутых нанотехнологических кластеров. Работают наноцентры с десятками технологий, которые там обкатаны и уже введенными промышленными предприятиями. Сегодня на производстве нанокомпозитных растворов подписывают первые соглашения. Проведены переговоры с КАМАЗом. В планах у компании открыть центр в Челнах. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. И сегодня Рустам Минниханов осмотрел пункт отдела полиции «Восход» после капитального ремонта. Здесь прошла полная перепланировка и реконструкция всех помещений. Также президент республики оценил благоустройство домов номер 59 и 61 по улице Восстания. Здесь после капитального ремонта появились узлы погодного регулирования и система видеонаблюдения. А на здании метроэлектротранса появилось забавное граффити, которое сопровождается хэштегом с надписью «Наш Бабай» на русском и татарском языках. 117 квартир нового дома в Нижнекамске обрели своих хозяев. Получить жилье удалось благодаря 2 республиканским программам «Социальная ипотека» и обеспечение жильем молодых специалистов. С первыми новоселами пообщалась Александра Севастьянова. Рамис и Гульчачак Юнусовы в числе первых счастливчиков, получивших заветные ключи. Признаются, эмоции переполняют. Впереди долгожданный момент – знакомства с новым домом. Вот наша квартира, долгожданная. На социальную ипотеку семья Юнусовых подала еще 4 года назад. И вот у них просторная новая 3-комнатная квартира. Хозяйка уже обдумала, как обустроит каждый уголок. О новой квартире давно мечтали. На первый взгляд пока все устраивает. Надо сейчас посмотреть, все ли работает. Все проверить. Все светло, обои очень красивые, светлые везде и двери.
Ключи получены, дальше Новоселов ждут приятные хлопоты: ремонт, обустройство и переезд. Сегодня в Нижнекамске квартиры получили участники сразу 2 республиканских программ. Это жилье по соципотеке и обеспечение жильем молодых специалистов. В свою очередь ожидает еще один новый дом, построенный по тем же программам. Его планируют заселить в самое ближайшее время. Александр Севастьянов, Светлана Знарева, Алсу Арсланова, Ренат Харасов, ТНВ, Нижнекамск. Вместо качественной диагностики неверный диагноз. Так утверждает казанец Ришат Каримов. Сейчас он в суде пытается доказать, что обследование и назначение в частной клинике довели его до госпитализации. Сегодня это непростое дело рассматривал Верховный суд. О нюансах медицинского конфликта Альбина Минибаева. Видно даже невооруженным глазом, что кожа нечистая, она очень сухая. Доказательства ошибки врача на теле и на лицо, говорит Ришат Каримов. Еще в 2015 году обратился в частную клинику «Ваше здоровье». Врач определил межреберная невропатия, но спустя 10 дней мужчину увезли на скорой с язвой желудка. Я просто не мог разговаривать практически, кричал от боли и лежал на полу. Вообще судебный процесс мы как бы не знаем, не в курсе. Только знаем, что он проходит и все. В частной клинике о конфликте говорят мало. Ранее Вахитовский районный суд не увидел связи между постановкой диагноза и обострением болезни. Пациент с таким решением не согласился и обратился в Верховный. Перед экспертом было поставлено 8 вопросов, разных вопросов. Фактически были получены ответы только на 2 вопроса. Проверки проводил, в том числе Росздравнадзор по этому поводу. Понимаете, в делах одних лишь доводов мало. Как утверждает Ришат, врач при постановке диагноза не увидела и не обозначила хроническую кожную болезнь. Поэтому сторона пациента настаивает на некачественной диагностике. Однако у врачей позиция однозначная. Невролог не определяет, если пациент не предъявляет на то жалобы. Все, на этом все. Поставила диагноз на свое усмотрение и начала лечить непосредственно от него. То есть обследование не было полным, не было никаких анализов. Адвокат сегодня ходатайствовал на повторной экспертизе. Верховный суд оставил без изменений решение Вахитовского районного суда. 6 месяцев есть у стороны пациента, чтобы обжаловать решение Верховного суда. Адвокат настроен решительно и планирует дело довести до конца и доказать, что диагностика врача была все-таки неверной. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Государственные клиники должны дать фору частным. В Казани 53 поликлиники поменяются кардинально. Пациенты к концу года их не узнают. Просторный холл, удобные кабинеты, Wi-Fi зоны и электронные очереди. Какие еще грядут перемены, расскажет Салават Мухаммадуллин. Вместо детских криков и бесконечных очередей шум отбойного молотка и строительная пыль. В 10-й детской поликлинике на Сыртлановой идет капитальный ремонт. На время проведения капитального ремонта наши пациенты размещены на 2 существующих площадках. Это по улице Проспект Победы, 56, и Фучика, 4. Отсюда и дополнительные очереди в филиалах, хотя прием в основном идет по записи. Никаких затруднений нет, все относятся с пониманием. Капитальные перемены ждут все столичные поликлиники. Модернизация аж 53 поликлиник – это огромный шаг вперед в здравоохранении нашей столицы. И это вдвое больший объем, чем удалось сделать за последнее время. Вечная духота, несколько раз покрашенные стены и потрепанные временем двери. Это 3-й этаж 18-й поликлиники. Чтобы увидеть будущее этих коридоров, достаточно спуститься на 1-й этаж. Огромный и, самое главное, читаемый путеводитель при входе в поликлинику. Светлые стены и практически отсутствие очередей. Первые результаты капитального ремонта, что называется, налицо. 18-я больница стала пилотной площадкой для проекта «Дружелюбная поликлиника Татарстанский стандарт». Кроме перемен, столицу ждут и новинки. В Новосавиновском районе откроется детская поликлиника, которая будет обслуживать 29 тысяч казанцев. В Кировском начнется строительство здания 17-й поликлиники уже на 54 тысячи горожан. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Слово не воробей. Стих казанского автора Вадима Пугачева улетел далеко за пределы Татарстана. Его напечатала одна из иркутских районных газет, не указав авторства. Законный сочинитель требует публичного извинения, в противном случае суд. Рамиль Шайдуллин узнал, что в истории больше плагиата или заимствования. О королевстве шахмат речь
Сегодня и всегда, что в мире быстротечном есть вечная игра. Это вот мой стих, но автор не указывает. На сайте газеты черным по белому автор стиха «Женщина», но строки казанца Вадима Пугача появились в далеком 2001-м, когда и интернета-то почти не было. Как за 16 лет его творение обрело не только новую жизнь, но и автора для Вадима загадка. Позвонил в редакцию, оказалось, для главного редактора тоже. Спросил, почему это как бы авторство не было указано и вообще нарушение авторских прав произошло. Ну, плагиат это. Но он ничего не ответил. Если газета не напишет, что автор он, отстаивать интересы казанец намерен в суде. У того, что написано пером, цена не меньше вырубленного топором. И используя произведение автора, можно нарушить закон, но либо грубо, либо косвенно. Поэтому защитники советуют понимать, что плагиат, а что нет. Если, например, один автор слезал у одного другого автора в неизменном виде его продукт, будь то музыка, будь то стихотворение, это называется плагиатством. Она легко доказуема в суде и все остальное. Но ваш случай, как я понял, она не совсем плагиат. Российское авторское общество в истории плагиата не видит. Не указав автора, газета нарушила лишь неимущественные права, поэтому поэт вправе подать в суд. Но если судиться придется не здесь, стоит ли овчинка вложенных средств? Если по общему, по территориальной подсудности, по месту нахождения ответчика придется обратиться с иском, вот эти хождения, вот эта судебная тяжба, и вот эти судебные расходы, издержки, они могут намного превысить стоимость его иска. Во сколько выльется борьба за имя, казанец не подсчитывал, но ждать намерен лишь до середины лета, если газета не принесет публичного извинения. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Безалкогольно не значит безобидно. В Общественной палате сегодня обсудили рекламу безалкогольного пива. С прошлого года она заполонила телеэкраны и стала для компаний-производителей новой возможностью продвижения своей продукции. Лина Зинатуллина о градусе ответственности. Динамичная музыка, яркая картинка. Реклама пенного порой напоминает целые кинофильмы. В 2012 году пиво ушло с российских телеэкранов, а год назад вернулось в новом амплуа. На экране крупная маркировка – 0% алкоголя. Реклама на телевидении, реклама на улицах. Ради возможности законно продвигать свою продукцию, безалкогольную версию напитка выпустил практически каждый бренд пенного. Объемы производства безалкогольного пива в России за первый квартал прошлого года выросли сразу на треть. Насколько безобидна такая реклама? Этим вопросом озаботились татарстанские общественники, которые сегодня встретились за круглым столом. Они уверены, что пивные компании нашли способ обойти законодательство и через безалкогольное пиво рекламируют в первую очередь свой бренд. Помните, было время где-то в середине нулевых годов, когда появилась реклама воды под именем водки. И быстренько ФАС отреагировал, поскольку ввел понятие зонтичного бренда, то есть все, что относится к запрещенной к рекламе продукции, не должно рекламироваться под этим именем. Другие пошли еще дальше, задумавшись о вреде самого напитка. Первый шаг. Безалкогольное, слабоалкогольное, потом крепкое, ну а как потом поговорка, пиво без водки, да, вот мы знаем. Запретить ли безалкогольное пиво или лишь его рекламу? И стоит ли вообще что-то запрещать? Законотворцы не спешат рубить с плеча. Все, что касается запрета сейчас, молодежь воспринимает в штыки. Поэтому тут немножко нужно найти какую-то золотую середину. И начинать, наверное, с социальной рекламы, что и с нашей стороны уже о здоровом образе жизни. Потому что у нас на первых каналах, по большому счету, сейчас рекламы социальной не существует. Чтобы предложение стало законодательной инициативой, оно должно быть полностью проработанным. А искать компромисс помогут открытые общественные обсуждения. Лина Зинатуллина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Миссия привлечь. Мы сейчас, как депутаты Госдумы, бьемся над тем, чтобы осенью еще дополнительно туда дали денег. Сколько в этом году республика получит федеральных денег, узнал Дмитрий Аринин. В Казани они впервые. Мишуля, Мишапан. Уикенд с ТНВ семьи Тляковых в репортаже Адель Кламиц. В 2 раза больше денег из федерального бюджета. 69 миллиардов привлекли в республику в прошлом году. Как стимулировать этот финансовый поток и дальше, сегодня во главе с Фаридом Мухаммедшиным обсуждали думские депутаты. На что пойдут финансы, узнал Дмитрий Аринин.
Татарстан – это гостеприимство. Такой депутатский визит в 5D кинотеатр не развлечение, а учеба по привлечению финансов. Как говорят, визуальные эффекты помогают эффективнее находить партнеров. На данный момент по различным программам в республику привлекли без малого 69 миллиардов рублей. Что на 58% выше показателей 2016 года. А во многом такое увеличение связано с активизацией деятельности рабочих групп, несмотря на секвестирование федерального бюджета по ряду направлений оказания государственной поддержки. Ответственные за эти денежные дела депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Сегодня их призвали не расслабляться на достигнутом. Призываю вас не снижать наборного темпа по закрепленным направлениям и далее слаженно действовать, отстаивая интересы Татарстана и его жителей на федеральном уровне во благо Татарстана и в целом Российской Федерации. Деньги, что уже удалось привлечь, в основном пойдут на развитие промышленности, сельского хозяйства и соцподдержку граждан. Появляются какие-то новые подходы, новые программы. Вот появилась новая программа строительства школ с этого года. Всего в этом году финансов из федерального бюджета планируют получить как минимум не меньше, чем ранее. Так, в 2016-м в республику пришли почти 72 миллиарда рублей. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Исполняющим обязанности ректора КНИИТУ КХТИ назначен Сергей Юшко. Его кандидатуру сегодня представил Алексей Песошин. Премьер-министр отметил Сергея Юшко, лично рекомендовал Рустам Минниханов. В должность исполняющего обязанности он вступит завтра. Германа Дьяконова Алексей Песошин поблагодарил за многолетний труд и большой вклад в развитие образования и науки. Проведение Кубка отлично, а вот работа букмекерских контор под сомнением. Муфтий Татарстана сегодня осудил работу последних, сравнив их с ростовщиками. Об этом он заявил в пресс-центре Кубка Конфедерации. В целом проведение соревнований в Казани Камиль Хазрат оценил положительно. Отметил, это очередная хорошая возможность показать всему миру межконфессиональное согласие, которое царит в республике. Вчера было очень много представителей и спортсменов, и представителей именно мусульман. Они присутствовали с нами на праздничном намазе. Поэтому мы всегда рады гостям. И это не только во время Кубка Конфедерации. Гости у нас бывают круглый год и постоянно. Между тем, тысячи иностранцев, которые в эти дни в Казани, стали участниками Ураза Байрам. Праздник прошел в выходные. Утренние молитвы на этот раз прочли намного раньше, чем в прошлые годы. Праздничное богослужение в Галеевской мечети началось уже в половине 4 утра. Камиль Шайдуллин увидел, как поклоняются тысячи в едином порыве. Еще светает, но Галеевская мечеть уже заполнена на 2/3. В Казани местом совершения гает-намаза сотни мусульман выбрали ее и Кул-Шариф. Верующие внимают проповеди муфтия Татарстана. В общих рядах президент, духовенство, министры. Любой мусульманин вот на эти праздники гаит-байрам, они приходят чувством искреннего проникновения. В Кул-Шарифе гаит-намаз начали на полчаса позже, но много раньше, чем год назад. В 4 утра, а не в 7, ближе к классическому сценарию. Так Ураза гаит начинали праздновать издревле. Месяц Рамазан, алхамдулилlah, был для нас очень легким. Всевышний Аллах, вы сами видели, для нас все условия. Татарстанское расписание Ураза гаит по душе и иностранцам. Отмечать праздник в таком городе, именно в Казань, с таким большим разным людям из разных стран. Это очень приятно. Отметить Уразу Байрам в столице решили сотни приезжих из-за рубежа. Все принимают религию как положено, и у нас как похоже по традиции. Всем мусульманам поздравляю всех, чтобы всегда дружно мир стоял. С праздником все мусульман в России. Мусульман Татарстана поздравил и Владимир Путин. Телеграмму президента верующим прочитал муфтий республики. Так, многоконфессиональный Татарстан завершил священный пост вместе с верующими со всего мира. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. А на нашем канале все больше откликов набирает проект в объективе ТНВ «Большая семья». На этот раз выходной с ТНВ провела многодетная семья Тляковых из Балтасинского района. Они впервые за 28 лет выбрались в Казань всей семьей. Все эмоции у Адели Коломейц.
нас вечера, будни и выходные дни семьи Тляковых. Но что если на один день все изменить? Забросить игрушки, музыкальные инструменты, быт и просто хорошенько отдохнуть? Ey gitara, sınavdır akılları. Итак, 2 часа практически без остановки спели не один десяток песен, а когда гитару пришлось отложить, артистизм проснулся у самого младшего. Улыбки стали еще шире, когда в зоопарке к семье присоединилась и старшая дочь с сыном и супругом, живущие в Казани. Позитивом Тляковой зарядили бурого здоровяка. Косолапый не просто проснулся, а даже начал резвиться. Мишуля, Мишапан, Мишка. Орлы, волки, гепарды, гиены. Сколько зверей, столько эмоций. Даже взрослым сдержаться трудно. Ощущения у меня очень отличные, все прекрасно, все замечательно. Прям все понравится, конечно. Хотелось бы посмотреть в городе, что у нас вообще. ТНВ в роли золотой рыбки. Вот он город, весь как на ладони. Хочешь селфи с Кремлем, хочешь на фоне аквапарка, мама вдруг замирает. И чем выше, тем страшнее. Но страх ушел, когда после высоты Тляковы очутились под водой, а в аквапарке и дети, и взрослые отдохнули на славу. Вообще круто. Первый раз в Казани мы были. Такие впечатления у нас радостные. Семье, больше у нас счастье. В первую очередь мы спасибо скажем организаторам ТНВ и кто сегодня был с нами. Прощаться еще рано. Напоследок совместный ужин. Я снимаю. Это и еще с десяток радостных мгновений сегодняшнего дня останутся в памяти семьи Тляковых надолго, но выходной с ТНВ подходит к концу. Вместе с большой семьей его провели Адель Кламиц, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. У нашего семейного проекта надежные партнеры. Федеральный мобильный оператор Теле2 дарит самые яркие эмоции и помогает сохранить их на всю жизнь. А у меня пока все. Далее о спорте, о погоде. И до встречи в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Природа – это красота, которая всегда рядом с нами. Наша задача – беречь этот дар. Изо дня в день поддерживая хрупкий баланс. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. Предельно выгодные условия кредита с гарантией обратного выкупа. Новое предложение для покупателей «Лада Веста» и «Лада X-Ray» в Азино Авто. Новая «Лада» за 5900 рублей в месяц. Успей купить «Лада» сейчас. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Начните путешествовать с компанией «Семейный чемодан». Комфортабельные автобусы довезут вас до любой точки нашей страны. Быстро, безопасно и недорого. Казань. Торговый центр «Караван», офис 234. Подробности по телефону и на сайте www.чемоданtour.ру. На целительные воды приезжайте в Шефал-ИСУ и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Корстон и Препати Холл представляют 30 июня. Королева Евродиска. Обворожительная Сиси Кетч. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей.
В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Начинаем выпуск с главной темы футбольного лета. На Кубке Конфедерации определились все полуфиналисты турнира. Сборная России, проиграв заключительный матч мексиканцам, прощается с домашним чемпионатом и в скором времени уже начнет подготовку к чемпионату мира 2018. А для других сборных футбольный праздник будет продолжен. В Казани уже в эту среду сыграют Португалия и Чили. Это значит, что зрители Казань-арены вновь смогут увидеть противостояние лучших лидеров своих сборных. Особое внимание стоит уделить капитану португальцев Криштиану Роналду и одному из лучших игроков Чили Алексису Санчесу. Вторую путевку в финал в городе Сочи разыграют сборные Германии и Мексики. Во-первых, инфраструктуру. Стадион великолепен. Во-вторых, подход, подъезд. Великолепно все. Как только люди увидят, что сборная старается, рвет, пластается, как Видаль это делает в каждой игре, понимаете, она будет поддерживать сборную, будет гонять волну. Татарстанский спортсмен завоевал титул чемпиона России по велоспорту. Турнир на шоссе среди мужчин прошел в городе Воронеж. Уроженец набережных Челнов Ильнур Закарин завоевал золотую медаль чемпионата с результатом 49 минут и 38 секунд. Спортсмены соревновались в гонке с раздельным стартом на дистанции 40 километров. Серебряная медаль у Максима Белькова, бронзовая за Антоном Воробьевым. Напомним, что Ильнур Закарин является воспитанником ДЮСШ Яршалла, мастером спорта международного класса. Несколько сезонов он выступает на знаменитых гонках Италия, где неоднократно поднимался на пьедестал почета. Теперь Ильнур пополнил свою копилку и российской медалью. И в завершении новости бадминтона. В Казани прошли финальные соревнования 8-й летней спартакиады учащихся России. Участниками турнира стали более 180 спортсменов из 26 регионов страны. Победители отборочных этапов. Юноши и девушки 15 и 17 лет вели борьбу за победу в одиночном, парном и смешанном разрядах. Победителем общекомандного зачета стала команда Москвы. На втором месте представители Московской области. На третью ступень пьедестала поднялись бадминтонисты из Санкт-Петербурга. Сборная команда Татарстана стала пятой. В составе команды бронзу в копилку нашей сборной принесли Тимур Валиуллин и Таймаз Гареев, ставшие третьими в мужском парном разряде. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Настало время низких цен. Задумались о кухне, хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в компанию Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Дав небольшую передышку, в предстоящие сутки в республике вновь ожидаются дожди. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность. Ночью осадки будут маловероятны, температура воздуха составит плюс 14 градусов, днем же ожидаются дожди и плюс 22 градуса. На северо-востоке республики ночью без осадков плюс 16, днем же пройдет дождь, температура воздуха составит плюс 21 градус. На севере республики переменная облачность, временами дожди. Ночью будет до 15 градусов тепла, днем до плюс 21. На северо-западе республики переменная облачность, временами с дождем. Ночью плюс 15, днем же до плюс 21 градуса. На юго-западе Татарстана облачно с прояснениями. Временами ожидаются дожди. Ночью плюс 16, днем же температура воздуха составит 23 градуса тепла. И в центральном районе республики ожидаются осадки. Утром даже сильные. Ночью будет плюс 15, днем же плюс 22 градуса. В последующие сутки осадки будут маловероятны. Температурный фон существенно не изменится. И знаете, что подарить? Торт с фотопечатью от Казанского хлебозавода номер 3 – это то, что надо. Все просто. Фото ваше, торт от хлебозавода. Вкусно, красиво, оригинально. Заявки принимаются в магазине при хлебозаводе. Улица Мазгута Латыпова, 60.
Казанский хлебозавод номер 3 представляет новинку – торты с фотопечатью. Сделайте незабываемый подарок близким. Заявки принимаются при хлебозаводе по адресу Мазгута Латыпова, 60. В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит до 16 градусов тепла, днем будет плюс 23 градуса. Ветер западный порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли спокойное. Мегамебель на Компрессорном – самый большой мебельный центр города. Целых 4 этажа мебели от 200 мебельных компаний. Приходите, приезжайте, удобная парковка. Мегамебель на Компрессорном, город Казань, Сибирский тракт, 34. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Мегамебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города.